Ассаляму алейкум, хайрлах шамлар, добрый вечер. В эфире телеканала АТР. Вы смотрите марафон «Сейф АТР. Голос Крыма». Мая будто в эфире. В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. Следующие 40 минут в этой студии с гостями, которые подключатся к нам в эфир, мы обсудим основные новости и события сегодняшнего дня, которые непосредственно касаются временно оккупированных территорий. Вы также можете присоединяться к нашему эфиру. На экраны ваших телевизоров режиссеры периодически выводят номер телефона +3 8073 419 41 58. Звоните нам абсолютно бесплатно по Вайберу, присоединяйтесь по скайпу. atr.ua – это наш адрес. Подписывайтесь на сайт телеканала АТР, atr.ua. Там ваша подписка поможет нам продолжать нашу борьбу на нашем информационном фронте. Начнем наш эфир с такого информационного сообщения. Сегодня министр обороны Украины Андрей Таран во время своего официального визита в Японию провел переговоры с государственным министром иностранных дел Такаши Ото, во время которого пригласил официальный Токио присоединиться к Крымской платформе. Давайте послушаем министра обороны. Оскільки Україна та Японія мають схожі геополітичні проблеми, то для обох держав є нагальним питання територіальної цілісності і непорушності міжнародно визнаних кордонів. Ми пропонуємо активізувати взаємодію для гарантування національних інтересів та безпеки двох держав. Це надасть нового імпульсу двосторонньому політичному та військово-політичному співробітництву України та Японії. К нашему эфиру сейчас присоединяется Тарас Загородний, политолог, керівний партнер національної антикризової групи. Пане Тарас, вітаю вас, ассаляму алейкум. Доброго дня. Как вы думаете, насколько участие Японии в Крымской платформе может помочь нам и будет эффективно в вопросе деоккупации Крыма? Ну, понятно, что сама Япония слишком далека от театра военных действий и оккупированного Крыма, но как участник G7 ее участие было бы символическим, но важным в любом случае. И формирование такого внешнеполитического фронта давления на Российскую Федерацию показывает ей, что Украина не забыла о Крыме, как бы они ни хотели, это раз. Второе, что мы формируем внешнеполитический контур, который позволяет оказывать в том числе дипломатическое давление на Российскую Федерацию. То есть показываем, что те участники, которые будут принимать участие в Крымской платформе, тоже не собираются выносить, как хочет Российская Федерация, тему Крыма за скобки. Как они любят говорят, вопрос с Крымом решен. Нет, не решен. Чем шире будет круг стран, развитых в первую очередь стран наших союзников, тем будет лучше для Украины. Я бы хотел видеть как можно более широкий спектр стран, которые там присутствуют, в первую очередь европейских. В идеале это, конечно же, американская сторона, для того, чтобы мы подчеркнули, что стратегия деоккупации Крыма у нас есть. Крым — это Украина, и мы будем активно проявлять активность и выстраивать такой же союзнический фронт против оккупации Крыма, как это было всегда. Ну, хоть и Япония территориально, географически от нас далека, но она, мне кажется, должна понимать нашу проблематику очень хорошо, учитывая, что у нее тоже есть территориальный спор с Россией с 1946 года. Речь идет о Курильских островах. Конечно же, этот спор для них является тоже принципиальным. Они никогда тоже об этом не забывают, несмотря на то, что прошло уже очень много лет с конца Второй мировой войны. И в этом случае появление Японии и других стран было бы в любом случае нам в плюс. В идеале это, конечно, чтобы все страны G7, в первую очередь G7, принимали участие в Крымской платформе, а также союзники Соединенных Штатов Америки, которые бы захотели присоединиться. Потому что Япония, несмотря на то, что она не является, например, членом НАТО, но она является союзником Соединенных Штатов Америки. Чем шире фронт, тем лучше для нас. Давайте еще подключим к нашей беседе Андрія Тетерука, командира добровольчого батальйону патрульної служби міліції особливого призначення «Миротворець» ГУ-МВС України, народний депутат України 8-го скликання. Пане Андрію, вітаю вас, ассаляму алейкум. Доброго вечора.
Министр обороны Украины пригласил принять участие официально и Токио в Крымской платформе. Ну, Япония – это топ-страна. Это G20, это G7, это такой азиатский монстр и стратегический партнер Соединенных Штатов Америки. Присутствие Японии на Крымской платформе будет, я так понимаю, иметь довольно хорошее имиджевое наполнение. Согласны ли вы? Я погоджуюсь з тим, що Японія, вона є гравцем великої геополітичної гри. І, безумовно, потужна економіка, потужна спроможність цієї країни впливати на прийняття рішень буде на користь нашій державі, якщо ми правильно сформуємо і наповнимо порядок денний цієї кримської платформи, щоб зовнішня форма не була спотворена внутрішнім змістом, на мій погляд. І якщо наші чиновники належним чином будуть готові пропонувати якісний порядок денний, який зможуть підтримати ті гравці, які будуть до нас приєднуватись, я переконаний, що ми зможемо тиснути на Російську Федерацію таким чином, щоб ця окупація, врешті-решт, мала термін завершення. Пане Тарасе, а как вы думаете, какие вопросы нужно поднимать в рамках Крымской платформы и реально ли разработать некий новый механизм давления на Россию, возможно, новый какой-то санкционный механизм? Ну, смотрите, уже все те санкции, которые западные страны готовы были ввести, они ввели в отношении Крыма. К сожалению, они были недостаточными. Мы помним историю, что в 2014 году не так серьезно отнеслись и страны, и западные, и Соединенные Штаты, и ЕС вообще к оккупации Крыма. Реакция была достаточно мягкая, давайте будем откровенны. Реальные санкции, которые были введены против Российской Федерации, это после начала развязания войны на Донбассе, это раз. И второе, особенно таким спусковым крючком был, к сожалению, падение малазийского Боинга. Поэтому в этой связи, конечно же, Украина может требовать усиления санкционного давления в отношении Российской Федерации. Это в долгосрочном периоде. В краткосрочном периоде что может сделать что может делать Украина? Это, конечно, поднимать вопрос репрессий, в первую очередь против крымских татар, которые сейчас активно проходят в оккупированном Крыму. Защита лиц, которые незаконно депортируются с территории Российской Федерации, точнее с Крыма на материковую Россию. Требовать выполнения Женевской конвенции 1949 года относительно оккупированных территорий. Это, например, запрет на призыв в армию людей с территории, которую оккупирует страна. Это первое. Второе. Запрет на замещение населения, которое сейчас активно происходит в Крыму, когда завозятся с материка люди и де-факто вытесняются те люди, которые жили на территории Крыма. Это в краткосрочном периоде мы можем требовать. Также среди инструментов, которые активно уже применялись, требовать туда введения миссии ОБСЕ. И дальше уже смотреть по реакции западных стран, насколько они готовы идти, потому что, давайте будем откровенны, не все готовы идти на обострение отношений с Российской Федерацией. В первую очередь это относится к европейским странам. Но мы должны понимать, что без наших усилий, без нашего давления ничего происходить не будет, потому что это наша территория, это наши граждане, и по-другому быть не может. Потому что если это нам не нужно будет, то и западным странам это тоже не нужно будет, потому что это наша страна. Пане Андрею, а вы как считаете, вот мы вчера вспоминали так называемый референдум в Крыму, который провели 7 лет назад, и уже завтра, 2014 года, Путин подписал тогда, помните, вот этот гнусный указ о присоединении Крыма к России. Вот на протяжении последних 7 лет достаточно ли сделала Украина в направлении деоккупации полуострова? А если нет, то почему? Ну, називати референдумом легалізацію злочинної агресії Російської Федерації проти України, це було б неправильно насамперед з юридичної точки зору. Тут я погоджуюсь дещо з тезою, що Україна мала б зробити більше, але і давайте розуміти інерцію в геополітиці. Тут я погоджуюсь з Тарасом, що якщо ми
не будемо самі бути провідниками боротьби проти російської агресії, то за нас, наше домашнє завдання, нашу обов'язкову базову роботу ніхто виконувати не буде. Давайте згадаємо, що за останні 30 років Російську Федерацію пробачили, можемо сказати, за агресію проти великої кількості країн, з якими вона межує. Від Придністров'я, Північна Осетія, всюди, окрім України. Саме на Україні Росія обламала зуби, можемо сказати. Ми стали тою кісткою в горлі, яку зараз вони ані витягнути, ані проковтнути не можуть. Тому від нас тепер залежить, щоб вся ця окупація, вся ця агресія була якнайшвидше завершена. Що ми маємо робити? Насамперед, це використовувати міжнародне право як основний інструментарій сучасних демократичних країн. І тут питання навіть не стільки в тому, чи готові інші країни поступати своїми економічними інтересами. Це питання насамперед виживання цивілізованого світу, тому що Російська Федерація зараз несе загрозу всім провідним демократичним країнам. Ми бачимо їх потужне втручання у виборчі процеси і такі, як, наприклад, в Великобританії був Брексит, двічі система виборів в Сполучених Штатах, отруєння з хімічною зброєю. І там, коли ми згадуємо вище перелічені агресії проти інших країн, і там не було жодних санкцій, скажімо, окрім висловлення, скажімо, стурбування, да? То зараз за допомогою чіткої послідовної позиції України на Російську Федерацію за окупацію Криму, за те, що вони розв'язали війну, накладаються дедалі більші санкції. Ба більше, тими злочинами, які вони продовжують чиняти проти інших громадян, інших держав і громадян своїх країн, я маю на увазі зараз останню спробу отруєння працівниками ФСБ Олексія Навального, Сполучені Штати ввели зараз попереджувальні санкції, які через 3 місяці будуть значно і потужніше посилені, тому що Російська Федерація використовує заборонену хімічну зброю. Це абсолютно цікава, унікальна ситуація, яку ми не маємо права погавити і маємо, скажімо, мультиплікувати її своїми зрозумілими, чіткими, послідовними діями, щоб примусити Російську Федерацію платити дедалі більше за цю агресію. Тому що та мілітаризація півострова Крим, вона насправді несе загрозу не тільки самому півострову, не тільки території України. Вона несе загрозу всьому великому регіону і всьому світу в цілому, тому що ми розуміємо, що розміщення там ядерної зброї є небезпекою, посиленням небезпеки. І тому щодо Росії не може бути толерантного або вічливого, як вони там хотіли би, ставлення. Ми маємо з ними вести абсолютно жорстко, так як того передбачає міжнародне право. Ми не то, що шукаємо варіанти порозуміння. Ми насправді примушуємо їх дослухатися до тих встановлених правил гри, які саме Російською Федерацією були порушені. І після того, як буде відновлено суверенітет нашої держави, а Російську Федерацію примушено заплатити за таке знущання, скажімо, і вчинення військових і кримінальних злочинів, має бути переписаний той міжнародний договір безпеки, який був порушений Російською Федерацією після закінчення Другої світової війни. До цього має бути готова як Україна, в контексті не тільки Кримської платформи, але й всі наші країни-союзники, які розуміють, що таке запускати ці процеси навмання і потім отримувати абсолютно неконтрольовані наслідки у вигляді не тільки хаосу, але й дедалі все більшої агресії. Вот еще что. Вы знаете, что Украина сейчас, украинские власти взялись за Харьковские соглашения, и сегодня в Верховной Раде зарегистрировали уже проект закона о денонсации этих Харьковских соглашений. По данным сайта парламента, документ зарегистрировали 2 народных депутатов от «Слуги народа». Давайте послушаем цитату. Угоду між Україною і Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України підписану 21 квітня 2010 року в місті Харкові і ратифіковано Верховною Радою України 27 квітня 2010 денонсувати.
Украинские чиновники и депутаты, которые участвовали в подготовке Харьковских соглашений о размещении Черноморского флота России в Крыму, могут быть привлечены к уголовной ответственности. Об этом заявил министр юстиции Украины Денис Малюск. Ключове, що в заяві прозвучало і, власне, в дорученні РНБО, що слід перевірити дії посадових осіб взагалі. Тобто не тільки депутатів, а й тих, хто готував харківські угоди, візував їх, погоджував. Це питання службовців виконавчої влади, Кабміну, а також адміністрації президента того часу. Це, мені здається, реальніше залучення до відповідальності, в тому числі і до кримінальної, ніж народних депутатів. Пане Тарасе, как вы считаете, почему именно сейчас взялись за Харьковские соглашения? Ну, я скептически отношусь к такой проявлению активности в направлении Харьковских соглашений. Во-первых, сроки давности и следствия, и суда уже прошли. И даже если будет какое-то следствие, оно закончится ничем. Это раз. Второе. Знаете, это мы сейчас смотрим на Харьковские соглашения, опять же, знаете, с 2021 года. В 2010 году люди, которые готовили это, если даже в исполнительной власти это происходило, они, сложно будет доказать злой умысел. Да? То есть им поставили задачу подготовить, они подготовили. То есть тут никаких криминальных таких следствий там, ну, я не вижу, к сожалению, и доказать что-то вообще невозможно. Также невозможно будет привлечь народных депутатов к уголовной ответственности. Ну, во-первых, у нас 80-ю статью Конституции никто не отменял. Народные депутаты не несут ответственности за свое голосование. Это, в принципе, есть принципом демократии. Это раз. И второе, депутаты в то время имели полную депутатскую неприкосновенность. Да? И любая попытка их каким-либо образом привлечь к криминальной ответственности, я считаю, что это фейковая. Скажите, а где вот эта грань между государственной ответственностью и политическим решением? Ведь можно принять любое решение Верховной Ради Украины, а потом сказать, ну у нас индемнитет, извините, мы же не знали, что так получится, ну мы же не знали, что оккупируют Крым. Ну, смотрите, партия регионов понесла политическую, в первую очередь, ответственность. Ее сейчас нет на территории, ее вообще не было, ну, нет как на политической карте. В 2010 году, знаете, только сумасшедший мог предположить, что с деятельности Российской Федерации вообще будет думать на оккупировать украинскую территорию. Вообще никто не мог предположить, что будет война. Я не являюсь адвокатом тех людей, которые это делали. Конечно же, умысел был. Было желание угодить в первую очередь Российской Федерации. К сожалению, мы были вынуждены расплачиваться за эти политические ошибки и желание понравиться Москве, и аннексией Крыма, и жертвами, и войной на Донбассе. Вот. Но задним числом будет сложно кого-то привлечь к ответственности. Мы уже вынесли уроки с того, что было сделано. И, к сожалению, эти уроки мы за это платим, в том числе за политику тогдашней партии регионов и Виктора Януковича лично. Платим, к сожалению, жизнями наших людей и в Крыму, и на Донбассе. Пане Андрей, а вы как думаете, можно ли привлечь народных депутатов, которые тогда ратифицировали Харьковские соглашения, к уголовной ответственности? Ну тут дійсно немає про що говорити, тому що у нас є пряма норма Конституції, яка захищає політичну позицію кожного народного депутата. І якщо у нас зараз буде створено прецедент, що за це будуть притягати до кримінальної відповідальності, це, власне, буде зруйновано саму засаду існування України як парламентсько-президентської республіки. Безумовно, це буде тією самою спробою Зеленського мати безпосередньо таку узурпацію влади, яку він почав робити, коли в незаконний спосіб розпустив парламент 8-го скликання. Це кожне таке рішення матиме для нього, звичайно, наслідки. А для України в цілому помилки такого рівня будуть мати наслідки так само для кожного з нас. Ми насамперед маємо зробити висновки, що будь-яка співпраця, будь-яке задоволення інтересів Російської Федерації в економічній, політичній площині несе загрозу для нашої держави.
І це треба усвідомлювати. І тут я погоджуюсь, що якщо в 2010 році народні депутати ще не могли передбачити, що Російська Федерація почне військову агресію проти нашої держави, то станом на сьогодні, після 7 років відвертої агресії, підтримувати ті самі наміри тих самих політиків, які продовжують сповідувати політичний напрямок співпраці і воз'єднання з Російською Федерацією, це вже насамперед моральний злочин тих українців, які продовжують перебувати на території нашої держави. Тобто це абсолютно свідоме наражання себе на подальші помилки і на подальшу небезпеку. Я думаю, що, скоріше за все, це рішення насамперед несе, знаєте, моральну складову такого, знаєте, йду на ви, що Зеленський намагається намацати той шлях дії, який би доводив, що він здатен приймати якісь рішення. Насамперед, вони не мають пролонгованих наслідків. Ми бачимо, що ті накладені санкції і все, що воно зараз робиться, воно якось не доводиться до логічного кінця. Якщо людину, я маю на увазі, обвинувачують в спонсоруванні тероризму, то чого до сих пір немає підозри? Чого людина спокійно собі продовжує ходити? І саме от таке ставлення нашої української влади викликає здоровий скептицизм. Чи немає тут подвійної якоїсь захованої цікавинки, яку намагаються розіграти? Тому для мене насамперед, як для народного депутата 8-го скликання, цілком зрозумілим є одне, що кожне рішення, яке приймається в парламенті, має бути належним чином оцінено не тільки з короткострокової, але й довгострокової перспективи. Чи не буде воно нести загрозу для нашої держави? І тут нам треба вчитися, як нації, не тільки нести відповідальність за такі рішення, але й виборцям розуміти, кого вони обирають і кому вони делегують владу. Тому що у нас, насамперед, тут є велика системна проблема. Тому, кому ми довіряємо владу, і які наслідки після того, як ця влада в який спосіб реалізується. І тут нам треба всім вчитися. Виборцям вибирати, а політикам нести за це відповідальність. Пане Тарасе, и последнее. В чем тогда смысл? Почему вдруг сейчас взялись тогда за Харьковские соглашения, если действительно, согласно Конституции Украины, привлечь к ответственности тех народных депутатов нельзя? Тогда зачем? Не кажется ли вам, что это такой политический пиар, рейтинги, электорат и так далее? Полностью с вами согласен. Это больше похоже на пиар без конкретных последствий. Хотя и попытка повлиять на депутатов, конечно же, присутствует, но она закончится ничем. Скорее всего, это в том числе уже ложится в канву уже начавшейся президентской кампании. Какая она будет, досрочная или срочная, тоже еще вопрос. И, возможно, парламентской кампании тоже вопрос, она срочная будет или досрочная. В данном случае мы видим больше пиар-ход для того, чтобы показать, знаете, такое, кто больше родину любит, там, да, чтобы якобы доказать, что, например, предыдущий президент был меньшим патриотом, чем, например, нынешняя власть. Поэтому в этой связи я бы хотел увидеть, конечно же, реальные шаги, не копаться в прошлом, там, да, которое ни к чему не приведет в действительности. Мы, главное, должны понимать, что в нынешней ситуации попытка, исходя там, из взгляда на 2021 года, любая попытка выстроить либо подыгрывать России в украинском политикуме является токсичным. Да? Это главный, к сожалению, вывод, который мы заплатили кровью наших солдат и аннексию Крыма. Поэтому в этой связи этот урок есть, но в данном случае это, конечно, больше пиар, который не имеет никакого отношения. Скорее, знаете, забить все-таки повестку дня тем, что есть провалы и по экономике, и по ковиду, и по всем направлениям, которые только возможно. Поэтому придумываются какие-то фантомные враги. Точнее, там враги были реальные, конечно, но их привлечь к уголовной ответственности просто нереально. С паном Андреем у нас прервалась, к сожалению, связь, насколько я поняла. Попробуйте еще раз перенабрать, пожалуйста, Андрея Татрука, народного депутата Украины 8-го скликання. А пана Тараса я хочу... Ага, вернулся пан Андрей. А чуєте, пан Андрій? Алло. Восстанавливаем звук с Андреем Татруком.
Пане Тарасе, еще Донбасс хотели сегодня с вами обсудить. Вы знаете, недавно советник главы украинской делегации, а точнее вчера, трехсторонней контактной группе Алексей Арестович сказал, что план Франции и Германии по регулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях на уровне нормандского формата не уникальный по содержанию, однако он уже есть, его подготовила Франция и Германия и доработала Украина. Вот его цитата. Ну, хотим увидеть, что реально, потому что, к сожалению, есть Минские соглашения, там порядок исполнения политической части, но перед тем, как требует сейчас Украина, то есть сначала граница, потом все остальное, там, к сожалению, все наоборот написано. Я сомневаюсь, что Франция и Германия пойдет на отклонение от Минских соглашений. Тут либо переподписываем Минские соглашения, либо находим другой какой-то компромиссный вариант. Я другого выхода, к сожалению, не вижу, тем более, что тоже не стоит переоценивать желание Франции и Германии особо идти против воли Российской Федерации. Если Российская Федерация не захочет идти на компромиссные формулировки либо пересмотр Минских соглашений, это все закончится ничем. Дякую дуже, пане Тарасе. Спасибо вам большое. Тарас Загородній був з нами на прямому зв'язку. Політолог, керівний партнер Національної антикризової групи. А я предлагаю сейчас послушать цитату Алексея Арестовича. Цей план – це ніщо інше, як спроба прив'язати до календаря конкретні дії для виконання угод, досягнутих в нормандському і мінському форматах. Тільки ця пропозиція вже французької та німецької сторін, з невеликими правками з нашого боку. З ініціативи Франції та Німеччини були представлені так звані кластери перемир'я. Вони не сильно відрізняються і є розвитком всіх тих домовленостей, які були раніше досягнуті в межах нормандського і мінського форматів. Там нічого принципового нового немає і тим більше немає перетину червоних ліній. Пане Андрію, у вас есть какое-то понимание, что это за план? Мы его где-то видели, слышали, что такого предложила Германия и Франция, чего мы не предлагали на протяжении этих 7 лет? В мене немає доступу до цього плану, так само як будь-кого, тому що він не є оприлюдненим і навколо нього тільки ламаються списи і точаться розмови. Насправді, погоджуватись на такий план з своїми невеличкими правками – це вже здавати ту ініціативу, яку насамперед очікують від нашої країни. І мене дуже дивує, що це намагаються продати як велику перемогу. Тому що насправді для цих двох країн важливо, щоб не було конфлікту поблизу кордонів Європейського Союзу. Але для нас важливо, щоб ворог забрався геть з нашої території, було відновлено контроль над державним кордоном, наш суверенітет, повернуто українських громадян, території і встановлено нарешті постійний, а не тимчасовий спокій і мир. Я не бачу можливості це втілити за різною інтерпретацією мінських домовленостей. Я ще раз наголошую всім нашим глядачам, що жодні компроміси з ворогом на нашій території не призведуть до бажаного ефекту. Єдиним можливим варіантом треба вимагати від ворога забратися геть, і тоді ми можемо говорити про можливе паритетне на партнерських відносинах, засадах відновлення відносин між нашими країнами. Будь-які інші структури асимільовані, там, афілійовані з Кремлем, це тимчасове вирішення проблеми, яка буде для України як міна з уповільненим терміном вибуху. Ну тогда что это? Вот эти заявления Арестовича, недавние заявления Ермака о том, что план есть, он готов, и мы ждем утверждения со стороны России, заявления Кравчука. Это что получается, все имитация? Так, це чергова імітація нашої української влади, тому що якщо аналізувати кожного з них, починаючи від президента Зеленського, який рік назад казав, що в нього є план А, план Б, а зараз виявляється, що і плану А не було, бо план А – це його марення, а плану Б не було готово. Якщо досліджувати... Я, якщо чесно, взагалі не розумію, що себе представляв план. Арестович за останні 2 роки 4 рази міняв позицію як до відношення до влади, так і до війни з Російською Федерацією. Тому це тимчасове ситуативне наповнення ефіру бажаними меседжами, але не вирішення глобального питання на державному рівні.
Дякую дуже, пане Андрію. Чохсагл у нас Андрій Татарук був з нами на прямому зв'язку. Народний депутат України 8-го скликання. Чохсагл у нас. А я перехожу к следующим новостям. На следующей неделе США объявят санкции, связанные с вмешательством в свои выборы. Отмечается, что официальные лица не разглашают никаких подробностей, связанных с ожидаемыми санкциями, за исключением того, что они будут нацелены на ряд стран, включая Россию, Китай и Иран. Американская разведка обнародовала информацию сегодня, что Россия и Иран влияли на выборы в США, а Китай решил не вмешиваться. В частности, сообщается, что президент России Путин уполномочил свои разведывательные службы распространять дезинформацию о президенте США Джо Байдене, чтобы повысить шансы победы Дональда Трампа на выборах. Сообщал, что Путин контролировал деятельность украинского нардепа Андрея Деркача, который сыграл большую роль в деятельности России по влиянию на выборы. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сегодня уже прокомментировал результаты расследования об иностранном вмешательстве в выборы президента США. И вот что он сказал. Розвідувальне співтовариство США не знайшло жодних ознак причетності українського уряду до підривних заходів проти США. Втручання здійснювала Росія, яка також прагнула зменшити підтримку України з боку США. Чергове гучне фіаско Росії. А президент США Джо Байден считает президента России Путина убийцей. Он также заявил, что тот заплатит за вмешательство России в американские выборы. Він заплатить ціну. Ми довго розмовляли. Я знаю його відносно добре. І розмова почалася з того, що я сказав. Я знаю вас, і ви знаєте мене. Якщо я встановлю, що це сталося, то будьте готові. Депутат окружних зборів округу Року в штаті Вісконсин Юрій Рашкін зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Юрію, вітаю вас. Здравствуйте. Здравствуйте, спасибо за приглашение. Спасибо вам, что подключились к нам в эфир. Я не припоминаю, что президенты США, дипломаты американские позволяли себе такой жесткой риторики в отношении лидеров России. В данном случае Путина там с момента их провозглашения он там один. Но что это значит? Это значит, что мы настроены очень серьезно. Мы понимаем опасность, которую представляет собой Россия, и Китай, и Иран. Но мы действуем при этом последовательно. Вначале репорт, вначале расследование, теперь выводы, потом будут действия. Все движется абсолютно по предсказуемому, это предсказуемый процесс. Мне кажется, в том, что вы сказали, хотелось бы пару пунктов остановиться. Во-первых, мне очень понравилось, что администрация Байдена и национальная разведка в своем репорте отделяют, вы сказали про Деркача и про действия его, которые навредили потенциально и повлияли потенциально, пытались повлиять на выборы в Соединенных Штатах. Да. Но с другой стороны, в этом же репорте написано, что Украина не вмешивалась в наши выборы. И это важно понимать, что там различают и видят разницу между людьми, которые, видят эту разницу. Это, мне кажется, важно. И есть, вполне определенные требования от Украины в данной ситуации. Но, возможно, это ваш следующий вопрос. Скажите, действительно, чего ждать в этом вопросе? Вы знаете, тут в дискуссиях, которые, происходят в Атлантическом совете, где можно понять, примерно, что будет происходить, мы видим, что тенденция на три, направления. Соединенные Штаты очень хотят, чтобы Украина имела справедливые суды, в которых есть равенство закона. Это помогает бизнесу, это помогает с олигархами, это помогает отделить страну, естественно, с точки зрения Соединенных Штатов от давления России и так далее и тому подобное. Поэтому суды — это номер один. Во-вторых, это гражданское общество и развитие гражданского общества в Украине. А третий — это свободные СМИ в Украине, и опять прозрачность, кто ими владеет и так далее. Поэтому такие три движения, с одной стороны, приближают Украину к Западу и к более нормальной работающей демократии, и таким же образом удаляют ее из-под российского влияния. И если президенту Зеленскому удастся использовать этот замечательный второй шанс, потому что абсолютно протянутая широко рука
от Америки Украине, и президент Зеленский начнет действовать в этом направлении, в котором я только что описал, я вижу очень хорошие перспективы для наших отношений. А как вы думаете, может из-за того, что как раз остаются нерешенными ряд вопросов, которые вы озвучили выше, до сих пор не состоялся телефонный разговор Байдена и Зеленского, может, или это не настолько важно? Я думаю, что это и то, и другое. С одной стороны, конечно, это не настолько важно, потому что нужно делать правильные вещи, и будут правильные результаты, а когда позвонит президент, если будут происходить правильные вещи, то будут правильные результаты. Но посмотрите, опять же, на тот же репорт, и сколько там написано о том, что можно было бы сделать Украине с точки зрения, так сказать, юридической и так далее, криминальной, и сколько было попыток вреда нанесено. Если Украина начнет этим заниматься, то, естественно, Америка ее поддержит. А то, что был звонок или нет, возможно, они хотели подождать, что произойдет, что будет сказано в этом репорте. Там всегда такие, могут быть процессуальные еще причины, так же, как и политические, и, национальный интерес. Вот сегодня, сразу после того, как Джозеф Байден заявил, что России придется заплатить за вмешательство в выборы США, доллар и евро резко укрепились на московской бирже из-за усиления санкционных рисков, а рубль начал падать. Какие санкции могут быть введены уже на следующей неделе? Давайте попробуем пофантазировать, что это может быть и насколько они могут быть эффективными. Вы знаете, если мы уж будем фантазировать, то просто я люблю думать о том, что, возможно, наши компьютерные специалисты работают над тем, как нанести ответный ущерб. И если, так сказать, вредить России так же, как Россия вредит Америке, невозможно. Это абсолютно разные страны с другими, так сказать, системами противовесов и так далее. Но если, скажем, Владимир Путин проверяет свой банковский счет и видит, что у него $0 там, мы с вами, возможно, об этом не узнаем. Но это нанесет большой ущерб, я думаю, Российской Федерации в этом смысле, потому что сколько уж там может быть денег, сколько десятков миллиардов, сотен миллиардов может там быть. Так что какие могут быть санкции, они будут, посмотрим. У нас замечательное сейчас перед нами время, потому что нам сказали, что будут санкции, нас предупредили, барабанная дробь, сейчас увидим. Но это принципиально важный вопрос, какие именно санкции, потому что если это какие-то персональные санкции, которые вводились даже против, из-за отравления Навального, там, против 7 российских чиновников, то, к сожалению, вот такого мощного эффекта мы не видим. Ну и санкции, которые вводит Европейский Союз, тоже персональные, к сожалению, тоже не дают определенного мощного эффекта. Очень важно, мне кажется, здесь введение секторальных, возможно, каких-то санкций, вот они реальны. Знаете, посмотрим, потому что когда дело доходит до, скажем, Северного потока-2, то просто четко видно, что с одной стороны Соединенные Штаты противостоят Северного потока-2, а с другой стороны он практически закончен. Потому что, как сказал министр иностранных дел Блинкен, я бы не хотел, не бы рекомендовал вам находиться в ситуации, когда вы оказались на работе 5 недель, и этот проект на 95% уже закончен. Попробуйте его остановить. Но, с другой стороны, могут быть другие цели, и, естественно, будут санкции связаны. И, так сказать, мы знаем, почему они теперь будут. Посмотрим, что наш Госдеп считает более эффективным, потому что, естественно, никогда целью не становится, президент Байден заявил, что его целью не является навредить жителям России. Поэтому как эти будут направлены санкции и какие будут действия, посмотрим. Дякую дуже, пане Юрію. Спасибо вам большое, что связались с нами и ответили на наши вопросы. Юрій Рашкін був з нами на прямому зв'язку, депутат окружних зборів округу Рок у штаті Висконсин. Ну а я, к сожалению, завершаю этот блог. Оставайтесь первым крымстарским телеканалом АТР. Подписывайтесь на YouTube телеканала АТР, телеканал АТР большими буквами. Там мы вещаем как в онлайн-режиме, так и выкладываем все наши программы в записи. Там выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров. И подписывайтесь на сайт телеканала АТР, atr.ru.
safe.ua. Сегодня ваша подписка даст нам возможность продолжать нашу борьбу на нашем информационном фронте, так как уже очевидно, что мы продолжаем проводить марафоны Safe АТР. Финансовые сложности телеканала АТР все еще не решены. Эфир продолжает сейчас информационная программа «Заман», а далее в этой студии вас поприветствует мой коллега Айдер Муштабаев в программе «Прайм». Не пропустите. Корушкевич.